ребенка вытащили. Ё-моё, маленький ребенок совсем бедненький. Эти кадры, снятые очевидцами, до сих пор пробирают до мурашек. В тот момент никто не знал, жив ли ребенок. Малыш, завернутый в одеяло, на руках у пожарного. Следом едва поспевает молодая мама босиком. Сейчас мы знаем, у этой истории счастливый финал. А тогда, год назад, страшно было всем, и даже самим спасателям. Пожар вспыхнул на 14-м этаже жилого дома в Уфимском Инорсе. Один из жильцов оставил на плите кастрюлю с едой. Горела вот эта квартира. Хозяин покинул ее заранее, оставил дверь открытой. В результате все пламя выходило сюда. Старший прапорщик Валерий Мулакаев этот день помнит в деталях. Вместе с напарниками он зашел в горящий коридор. Видимость нулевая. Вокруг плавятся провода, выключатели, вытекают дверные глазки. Пожарные двигаются на четвереньках, на ощупь, стучат в квартиру, где отрезанной от выхода оказалась семья с 1,5-месячным ребенком. Художественные фильмы, где снимают, там все красиво, про спасателей, кругом огонь сверкает. А на самом деле это полный мрак. То есть мы идем на ощупь. Идем на четвереньках даже. Это некрасиво смотрится, как слепые котята. Они приоткрыли, посмотрели, никого нет. Они не поняли. То есть, а посмотреть внизу, что внизу, что я ниже. Мне пришлось постараться постучаться и приподняться. Тогда они не увидели. Ой, какая машина! Здравствуйте! Не пугаешься, дядя? Что-то серьезно. Привет. Привет! Я машинка какая, видишь? О, да, да. Теперь уже годовалый Арсений и его мама Екатерина – те самые спасенные во время пожара жильцы. Вновь переживая эмоции того дня, женщина говорит, что без пожарных у них не было бы шанса. Минуту за минутой их квартиру наполнял черный дым, разъедающий глаза и легкие, а на руках новорожденный сын. Вот этот маленький комочек, ему 1,5 месяца. Мы сели, вот с одной стороны я, с другой стороны муж. Вот мы сели и сидим и смотрим на него. Этот момент – самый ужасный момент, когда ты ничего не можешь сделать. Абсолютно. Ты беззащитна. Ну и тут вот эти вот стуки в дверь. Самые счастливые стуки в двери. Чтобы отравиться угарным газом в густом дыму, особенно если в здании используются пластиковые стройматериалы, человеку достаточно всего 2-3 вздохов. Чтобы вывести людей из задымленного помещения, пожарные используют вот такие маски, подключенные к дыхательному аппарату со сжатым воздухом. Маски универсальные, подходят как для детей, так и для взрослых. Именно в такой маске пришлось эвакуировать и малыша Арсения. Он поместился в нее целиком. Удивительно, вспоминает Валерий, но ребенок совершенно не испугался и даже мирно уснул внутри. А вот сам пожарный признается, что в тот момент очень волновался. Я первый раз, вот сколько вот работаю, первый раз вот такие голубые. Я же не знаю, как, я же не спросишь, там нормально. Я помню ваше выражение лица, когда вы зашли. Вы такие садитесь на диван, снимаете свой шлем, смотрите на ребенка и ничего понять не можете. Что нам делать-то с ним? Ну, по-моему, у вас точно пожарный будет. Больно бойкий. Этот репортаж мы задумали посвятить профессии спасателя. Но первое, о чем нас просят, не выделять среди них героев. Говорят, любое ЧП – это только командная работа. Одиночное геройство в таких условиях может быть смертельно опасно для всех. И все же у каждого из них свой личный путь, и каждый помнит свой выбор, определивший профессиональную судьбу. Это уникальная документальная хроника «Москва, 94-й год». В составе дежурного караула уже знакомый нам Валерий Мулакаев, тогда еще 18-летний солдат-срочник. Говорит, именно те первые пожары оставили самые глубокие отпечатки в памяти. На его глазах погибали коллеги. Шинный завод горел. Мы 2 суток его тушили. Погиб пожарный. Это полный ад. То есть, если вы представляете, железобетонные конструкции толщиной 50 сантиметров сгнулись от температуры, как спички. Море пластмассы лилось реками. На нас шел черный снег. Это пожарных смерть на самом деле страшно. То есть, снаряжение тебе позволяет какое-то время находиться живым. Но ты понимаешь, что ты понимаешь, что ты уже все. Но ты все. Здравствуем. Ну, какой, видишь, у нас дедушка. 2-летняя Малика знает деда лишь по блестящему бюсту и черно-белым фотографиям. Анас Гумеров погиб задолго до рождения внуков, в 33 года. До конца смены ему не хватило буквально часа. Во время тушения крупного спорткомплекса в Уфе одному из бойцов внутри стало плохо. Пока его вели к выходу, Гумеров прикрывал напарников струей воды, отходя последним. В эту секунду взрыв. 3 маленькие девочки в тот день не дождались папу с работы. Он обычно приходил детям
ручка двери, он не звонил никогда, а ручка двери всегда стучала. Я говорю, это не папа, говорю, кто-то позвонил, они, дети бегут уже к двери. Я говорю, это не папа, говорю, это, подождите, кто-то. Вот приходит начальство, они говорят, так вот так, погиб. Уже взрослые дочери теперь вспоминают. Спасателем он был не только на службе. Никогда не мог пройти мимо чужого горя. Самой страшной для него стала трагедия в Улутиляке, куда он прибыл одним из первых. Потом долго не мог забыть сотни детских тел. И все же после гибели Анвара Гумерова семья продолжила его дело. Супруга 15 лет проработала в пожарной части радиотелефонистом. Теперь там же работает и дочь Альбина. Бывает такое, что что-то не получается, или хочется, чтобы что-то было, я вот так... Пап, может, ты мне поможешь? То есть вот и мы как-то, я не знаю, мне так легче. Я знаю, что он рядом всегда. Вот пожар именно возник вот на этом месте, то есть искра упала от светильника. Пожар в отделении для недоношенных детей. Пожалуй, более страшного сценария и представить нельзя. Однако он воплотился в жизнь. Под угрозой оказались самые беззащитные. Республиканская клиническая больница, апрель 2018-го. Пожарные забегают в здание. По задымленным коридорам и лестницам выходят роженицы с грудничками. В это же самое время несколько женщин находятся прямо в процессе родов, а одна под наркозом на операционном столе. Вместе с сержантом Альбертом Юлдашевым мы проходим тем же путем, что и в ту ночь. В здание оставались люди, и как раз дети, которые находились в реанимации, в колбах, сразу непосредственно ринулись туда, чтобы эвакуировать в них. В кувезах недоношенные крохи. Самый маленький из пациентов весит всего 560 граммов. Многие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. И их тоже нужно как-то эвакуировать. Лифтами пользоваться нельзя. Пожарные вместе с медперсоналом выносят детей прямо в аппаратах по лестнице. Там лежит ребенок, да. Первая мысль была то, что мы в боевках, как бы они не стерильные, скажем так, грязные. Было опасение, что не занести никакую заразу. Непосредственно, когда уже спускали, старались спускать аккуратно. Вот такой кувез для новорожденных вместе со всем оборудованием весит несколько сотен килограммов. Во время пожара деток эвакуировали прямо в них. По лестницам несли вчетвером. И вот интересная деталь. Когда уже все закончилось и кувезы нужно было возвращать назад, эти же 4 человека поднять его не смогли. Видимо, в стрессовой ситуации появляются какие-то дополнительные силы. Это даже кажется невероятным, но в пожаре никто не пострадал. Из здания спасатели с медиками вывели более 250 пациентов. У меня никаких мыслей не было, кроме одной, чтобы у нас никто не сгорел из детей, потому что действительно ситуация была очень страшная. А все потом, вот осознание этой ситуации, оно пришло уже позже. За работу на этом ЧП Альберт Юлдашев с напарниками были награждены медалями за отвагу на пожаре. Убедить бойца показать награду нам удается не сразу. Свои действия он не считает исключительными. Как и многие в этой профессии, он просто предан своему делу. И даже необычное для пожарного хобби трогательные рисунки карандашом посвящает работе. С Уфимским поисково-спасательным отрядом МЧС России мы заступаем на суточное дежурство. И почти сразу вызов. 3-летний ребенок случайно оказался заперт в квартире. Давай дергай. Я не вижу тут. Вот здесь находится. Выезды на двери, как их называют спасатели, бывают по несколько раз в день. Но, говорят, никогда не знаешь, что ждет за каждой из них. На этот раз все обошлось. И будто в подтверждение сразу еще одна дверь. За ней уже взрослый парень. Родители не могут достучаться целый день. Спасатели вскрывают замки. Заходя внутрь, все боятся увидеть самое страшное. А оказалось, мужчина просто крепко спал после ночной смены. У родных целый калейдоскоп эмоций. Звонили, две, я палец чуть не сломал. Вон МЧС стучалась, говорит, как так можно спать? Ну, он правда не виноват, спал. Слава богу, что все хорошо. Все, не переживайте, все обошлось. Тихо! Вот здесь вот. Тихо! Тихо! Он дрожит от ужаса, царапается и тоже хочет быть спасен. Домашний любимец по имени Котейка во время купания застрял лапой в сливном отверстии. В тесной ванной в ход идет серьезная техника. Но сегодня и у этой истории хэппи-энд. Ой, лапа его, лапа! Ой, спади, мамочка. Вышел! Все! В
Все, кто работают здесь, по сути, совмещают десятки разных профессий, рассказывает спасатель первого класса Сергей Буев. Утром они могут доставать тело утопленника из воды, а к вечеру, повесив сушиться водолазный костюм, выехать на работу в горах, десантироваться с вертолета в лесу, тушить пожар или разбирать завалы, причем в любой точке России. Когда меня спрашивают, как выживать в экстремальной ситуации, я всегда отвечаю, что в экстремальную ситуацию не нужно попадать. Все. А так, опасно везде. И на воде опасно, и в лесу опасно. Все, бежим! Эвакуация объявлена. Возможный прорыв плотины. Втроем. Двое перед, один ноги. Это кадры крупнейшего наводнения на Дальнем Востоке в 2013-м, где тоже работали спасатели из Уфы. Вода прибывает в считанные минуты. С чердаков эвакуируют женщин, детей, пожилых людей. Но многие до последнего отказываются покидать свои дома. У меня хозяйство. Здесь еще полное хозяйство. Оля, а бабушка ваша? Бабушка с другим хозяйством сидит. Она будет эвакуировать? Нет, тоже. А то мне бабушки не хозяйство. Вот имейте в виду. С каждой из таких поездок они привозят в Уфу детали, которые становятся символами памяти. Вот обломок самолета с Юберлингена, Германия, когда 72 человека погибло над Боденским озером. Дети – это тяжелее всего. На этом макете почти все ключевые события из истории Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Здесь и обрушение здания в Ижевске в 2017 году, и крушение гидроплана на Нугурском водохранилище в 2004. Тогда обломки самолета пришлось доставать с 20-метровой глубины. Разлив нефтепродуктов в Новоалександровке в 95-м и известные всем взрывы в Урмане в 2011-м. Все это создавалось по воспоминаниям реальных участников этих событий. Пострадавший найден. Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Сейчас к вам придут спасатели, оказать вам помощь, помогут отсюда выбраться. Торин, иди сюда, молодец. Пятилетний пес по кличке Торин – единственный четвероногий сотрудник аварийно-спасательной службы республики, а его хозяйка Надежда Отвесова – единственная девушка-спасатель в той же структуре. Уникальный в своем роде дуэт занимается поиском людей, будь то лесной массив или техногенная катастрофа. У каждой поисковой собаки свой обязательный ритуал перед работой. Для Торина это надевание ошейника с колокольчиком. Это так называемый маркер. Это дает собаке понять, что ты сейчас идешь работать. То есть именно сейчас ты идешь работать, потому что, допустим, я же в обычной жизни с ним хожу в лес, тоже гулять и так далее, чтобы он, когда мы просто гуляем, не искал мне под каждым кустом шашлычников и так далее. Вперед, работай. У Торина собственная служебная книжка с записями обо всех ЧП, где он работал. В отличие от полицейских собак, ему не нужен ни след, ни запах конкретного человека. Он ищет на заданной территории всех живых пострадавших. Сегодня и мы участвуем в тренировке пса. Сейчас меня спрятали в одной из комнат в заброшенном здании. Сказали сидеть тихо. Посмотрим, насколько быстро меня найдет собака. На поиск собаке потребовалось буквально 30 секунд. Обнаружив человека, подает сигнал голосом. Привет. Надежда признается, что на эту службу ее привела личная история. У меня терялся родственник, и я знаю, что такое сидеть в ожидании, искать, не знать, где он находится, насколько это больно и тяжело. Я могу помогать другим людям, и это надежда на жизнь. Вот если заходите, сразу даже специфический запах чувствуете. Это пот пожарных, гарь. Это вот наш труд так пахнет. Большинство спасателей суеверны. Рискуя получить выговор от руководства, многие, например, не чистят обувь сразу при заступлении на службу. А еще нельзя в начале смены мыть маячки на автомобилях и надевать новую боевую одежду. На вопрос, почему, лишь пожимают плечами, мол, плохая примета. В их работе нет места для романтики. И все совсем не так, как в кино. Обычный тепловизор – это рука, снял перчатку, вот тепло, ищешь очаг таким образом. Ага, подуло тепленьким, значит, идешь верно. Доходит до смешного. Трехкомнатной квартире, например, тушили, мы раза два в туалет заходили. Вот не можем найти, все, вот унитаз, ага, все обратно и вперед дальше искать. Вот так вот бывает. И все же они в один голос заявляют, что эту работу на другую не променяют. Они смотрят смерти в лицо и продолжают делать свое дело. Единственное, с чем так и не научились смириться, это детская гибель. Говорят, самый большой страх спасателя не за себя. Кемерово. Нет такого пожара, я думаю, у нас в России вообще, который не раз, а что как, а может быть что-то можно было, как так? А если я буду там, понимаете? Дети, то есть это основная наша боевая задача – это спасти людей. Не выполнил задачу, соответственно, что ты тогда здесь делаешь? Зачем ты сюда пришел? Как ты людям будешь смотреть?
То есть один вот такой выезд, и всю жизнь на сердце это будет лежать. Ты не спас, ты не сделал. В спасатели идут люди, которые действительно хотят заниматься этим делом, а не за деньги, там, не за почести какие-то. А именно образ жизни. Спасатель – это образ жизни. Все же мы для чего-то живем. Вот мы, видимо, живем для этого. Все хорошо. Все хорошо. Не надо пути, черно-белые лица смерти, красно-желтый блик от огня. Не хотите вы мне, не верьте, только ночь здесь светлее дня. Небо чище и солнце выше, вот единственная мечта.